Камервзе, друзья, я Давид. В прошлом видео в ответ на очередные обвинения грузин в шовинизме со стороны некоторых абхазских блогеров я показал 49-ю статью их собственной, так называемой, Конституции. Ту самую, где прямо написано: президентом может быть только этнический абхаз. И один из них – автор вот этого комментария. Человек прямо написал, что в ответ: Давид, ну или можешь удалить мой комментарий. Зачем же удалять? Человек сам просил ответа. И сам же призвал невежд подтянуть матчасть. Что же, Ричард, давай, подтянем тебе базовую матчасть. Ты пытаешься парировать примером с патриархом, выдавая это за государственное ограничение. Но ты сваливаешь в одну кучу государственное право и церковные каноны. Открой Конституцию Грузии. Там 0 этнических ограничений. Президентом страны может стать абсолютно любой гражданин, а патриарха выбирает Священный Синод по каноническому уставу. Это внутреннее дело церкви, куда государство вообще не заглядывает. Отношения регулирует конкордат. Он признает историческую роль церкви, но власть не имеет права вмешиваться в выборы иерархов. Представляешь, Ричард, это называется демократией и разделением власти, когда государство не указывает независимым институтам, как им жить. Но у наших оппонентов из оккупированной Абхазии никогда не было опыта реальной государственности. Откуда же там взяться правовой культуры? Отсюда и полная слепота, когда свободный церковный устав не способны отличить от основного закона, а личную обиду от аргумента. Учить кого-то борьбе с шовинизмом, сидя в домах грузин, изгнанных в результате этнической чистки, и при этом громче всех кричать об ущемлении. Это уже не просто двойные стандарты, это высшая степень цинизма. Невежество – это не позиция, Ричард, это просто очень громко сказанная глупость. С вами был Давид.